Селение Автуры старинное, замечательное, потому что жили и живут здесь замечательные люди. Отсюда родом множество людей, внесших свой вклад в историю этой республики, оказавших свое влияние на ее становление и развитие. Самые известные имена в Автурах и во всей республике – это семья Митаевых, шейха Баматгирея Хаджи Митаева, чеченского проповедника, известного в народе как Овда Устаз, и его сына Али Митаева, политического и религиозного деятеля, от которых идут фамильно-родовые ветви семьи Эпендиевых, Шахаба и Тамерлана, известных на всю республику врачей-хирургов. А это фамильное гнездо семьи Эпендиевых. Здесь мы в прошлом году снимали интервью Тамерлана Шахабовича Эпендиева, человека с очень интересной и очень трудной судьбой. Несмотря на возраст и болезни, он предстал перед нами очень деятельным, любящим свой народ и верящим в его будущее патриотом. Любовь к своей стране, к своему народу – это скорее заложено генами, ведь он являлся прямым внуком и правнуком шейхов Али и Баматгирея Митаевых. Он с гордостью рассказывал нам о своих легендарных предках и не скрывал своих слез, когда речь заходила о трагедиях, преследовавших его семью всю жизнь. А в феврале этого года пришло известие, что Тамерлана Шахабовича не стало. И вновь наша республика оплакивала лучшего из своих сынов. إذا هب الله عبدا حول حوائج الناس إليه لكن والدار شيء الله يدق يا شيء يا حش سنك يا زوردو سنك ورش دست وشردو بو يقي بلور شوي وقن دغلا مزن دهوت وقن برملت وقن كاش دهوت وقن كاش شوي وقن كاش شوي حقنا شايفك تاكل والبهبر بخ زياد والهلك كله داخلوا دنيا شدال شاينا غوشي دوي كاكاش عودة دخل وزي سيلار والزدالة وين شباب داول وين دولة مزدادوه Tamerlana dalde alvali sonduk jimoshtin davoy shuiza qada Hasan Gapuray Tamerlan Ependiyev işe daima بولت يا حشي داغر يا إيش تنقيش برهم دالج أتيت صدام أولي أغلى احتياجور وين مهار تمرلان أولي أتيعينا هو إذا لدي الوال إذا لدي الدعوان. Как важно в жизни наследие. Каждый из мыслящих людей должен задаваться вопросом: а что я оставлю после себя? Научное открытие, великое изобретение, написанный роман или картину, построенный дом, созданную семью и рождение детей, в которых тоже нужно закладывать ту самую искру, которую называют Божьей. Они наследуют от предков не только гены, черты лица, интеллектуальные способности, традиции, материальные блага, но зачастую и профессии. Так рождаются потомственные ученые, художники, писатели и врачи, образуются семейные профессиональные династии. Это не только дань сложившейся традиции, это передача знаний, накопленного опыта, секретов мастерства от поколения к поколению. Это особая атмосфера, в которой дети принимают решение пойти по стопам своих родителей. Я учился в Орджоникидзе, а Тамерлан учился в Ростовском медицинском институте, где окончил в 1940 году его отец, Шахаб Шапиевич. После окончания он приехал в республику, он в 1965 году его окончил, а в 1965 году я поступил в Орджоникидзевский мединститут и окончил его в 1971 году. После окончания ординатуры он самостоятельно, сам своими знаниями, силами поступил в аспирантуру московскую. Ему было предложено академиком Потаповым докторантуру кончать. Но по состоянию здоровья отца ему пришлось приехать домой, быть с отцом.
Я после окончания Орджоникидзевского института 1971 года работал в Шаринской центральной районной больнице. Мне примерно повлияло, что мы ровесники по возрасту. И дядя у нас был, мой дядя, его Тамерлан, отец, в свое время знаменитый врач. В Чечено-Ингушетии, в ближайших республиках, в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ростове, и в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. В Москве его отлично знали. Тамерлан Шахабович Эпендиев был старшим сыном и продолжателем дела и профессии знаменитого на всю республику Шахаба Шапиевича Эпендиева, которого называли гордостью чеченской медицины, первым чеченцем, получившим звание заслуженного врача РСФСР. Мне бы хотелось рассказать, почему наша республиканская клиническая больница названа в честь великого врачевателя, одного из первых хирургов Чеченской Республики, чеченца, которым удостоен честь назвать его именем нашу клинику. Шахаб Эпендиев был выдающимся врачом и мудрым человеком. Любовь к врачеванию он привил и своим детям, сыну Тамерлану и дочери Тамаре. Он говорил: запомните, книги и знания – это ваш хлеб. Будете иметь знания, будет вам и хлеб. Также деятельность своего деда продолжила его внучка Макка. Эпендиев был первым чеченцем, удостоенным званий заслуженного врача Чечено-Ингушской ССР и заслуженного врача РСФСР. Он стал инициатором создания в республике специализированной клинической больницы, городской станции переливания крови и целого ряда других медицинских объектов, организации пионерских лагерей близ сел Серженюрта и республиканской клинической больницы города Грозного. И поэтому в честь него, Шахаба Эпендиева, присвоено звание нашей большой, огромной клиники, чтобы увековечить память такого выдающегося человека, который отдал свою жизнь, всю свою жизнь медицине, служению народу. Эпендиев был таким врачом, который самоотверженно отдавал себя своим пациентам, своим больным, нашему народу. И считал своим главным предназначением это врачебный долг. Шахаб Эпендиев – это легенда нашей республики. Он многое сделал для восстановления медицины после возвращения чеченцев и ингушей на родину после выселения. Благодаря ему были построены 9-я городская больница, медучилище и многие другие социальные объекты. Сегодня мало кто знает, но это первый чеченец, который в 1940 году с отличием окончил медицинский институт в Ростове-на-Дону, который также стал первым чеченцем, получившим золотую медаль в этом вузе. Медучилище, так называемое, сейчас медколледж, благодаря моему отцу открыли. Его не открывали, не давали возможность открыть. Объясняли это, мотивировали тем, что вокруг вас, Чечни, Чечено-Ингушская АССР, есть в этом, тогда Орджоникидзе, сейчас Владикавказ, институт медицинский, в Махачкале есть, в Краснодаре, в Ростове и так далее. Мол, вам это не нужно. Пусть ваши дети туда ездят. Но отец о чем беспокоился? Отец беспокоился о том, что девушки, женский пол, они... Им же не разрешают выезжать, да, туда ехать на края где-то. Тем более, только мы вернулись из ссылки, и отношение к ним он так предвидел. И он все же добился, что открыли медучилище в Грозном. Даже где-то 2-3 года назад оттуда руководство приезжало, тоже вот так вот снимки делали. И это же большой плюс был для нас, для этого народа. Более того, он добился, чтобы
они помимо знаний получали, устных знаний, практические знания получали. И в 9-ю больницу прикрепили это училище, и там они учились, студенты. Шахабу Эпендиеву, женатому на дочери репрессированного шейха Али Митаева, быстро это напомнили. На него поступил новый донос, что Эпендиев теперь сын кулака. Отец Шахаба Эпендиева был сослан в Сибирь, откуда он уже не вернулся. Я повторяю, что отца 2-3 раза с института увольняли. И тем не менее, тот состав педагогический, который был в институте, они его жалели. Я волнуюсь. Они его допускали к учебе негласно. Потом восстанавливали, потом снова увольняли. Вот именно, я говорю, по классовому признаку. Отчисляли-то за что? А? Отчисляли, он же учился Отчисляли, одна из причин, что якобы его отец моего отца, боролся против советской власти. А жена является дочерью Али Митаева. Вот к этому все это шло. Несколько раз учителя, он восстанавливался, учился. Ему определенную помощь, внимание уделял русский генерал. Ну, это с царских времен, он уже в отставке. Но у него авторитет был, слово. Он все время защищал моего отца. А что за генерал? Он жил в Грозном? Нет, он в Ростове, когда отец мой учился в Ростове. Но он видел, что этот молодой человек стремится к знаниям. Это генерал, говорят, преподавателем был. Вот так вот он проучился, закончил этот институт, вернулся сюда домой, и он работал в Курчалое врачом. Тогда врачей не было национальных. Чеченцев не было, вообще не было. Вообще. В этой Курчаловской больнице, ну, больница по тем временам, там в основном армяне, евреи, русские национальности. Они к нему хорошо относились, он учился, развивал свое знание. Позже его перевели в Шалинскую больницу, райбольницу. Он возглавлял эту больницу. А какие это годы? Это предвоенные годы. Предвоенные, 41-й, 42-й, даже вот такой период. Шахабу Эпендиеву позволили закончить вуз. И закончил он его на отлично. Преподаватели гордились своим лучшим выпускником. Вернувшись домой, заведовал районным отделом здравоохранения и был главным врачом Курчалоевской районной больницы, а затем врачом санитарной части НКВД Чечено-Ингушетии. До 1944 года Шахаб Эпендиев был главным врачом Шалинской районной больницы и заведовал районным отделом здравоохранения. Во время выселения он тоже работал. Работал днем и ночью, создавал свои лечебные препараты. Даже был случай, что оживил человека. Когда он стал главврачом Шалинской больницы, ну какая тогда могла быть больница? Но все равно она считалась больницей. Он из своего дома, из свои личные деньги принес и построил там котельную для больницы. Свои деньги принес. И в Шалях в больнице не было даже котельной. И свои деньги принес, вложил, и получилось, что он стал спонсором этой больницы, котельной этой. Я сомневаюсь, что сегодня главврач, любой главврач республики из своего дома принес бы рубль, чтобы он вложил в больницу. Но несмотря на все вот это, ваш отец получил все-таки звание. Он получил главврач, то есть получил заслуженный врач РСФСР, а он сделал операцию, которая в мировой практике где-то 10 случаев было. В мировой практике. Это во Фрунзе было. Одного сторожа, пожилого человека, он работал сторожем, охранял текстильную какую-то фабрику. Видимо, там воровство намеренно были совершить. А он, сторож, мешал. Они его ударили,
и под шпалы железнодорожной ветки его закнули. А так как зима, а там зимы были очень холодные, а он сам плотный, здоровый мужик был, он сохранился. И случайно собака нашла, ну, НКВД там приехали и так далее. И отец мой, говорит, мне кажется, посчитал, что он, этот человек жив, что он попытается оживить. Ну, те, как он мертвый и так далее, следователи, там, милиция. Он его оживил. Этот человек ожил где-то года 2, что ли, он прожил, он умер все равно, умер. И вот этот факт, как его отец лечил и так далее, и помимо этого, чеченцы были в притеснениях, только именно благодаря тому, что этот врач, отец, врачи, большей частью врачи находились на военных, на фронтах, то ему это когда немного это спасло, его отправили туда. Хотя в ссылку его не хотели отправлять, когда он был главврачом Шалинской больницы. Его оставляли, но он выбрал эту дорогу. Я со своим народом уйду в ссылку. И вот Иштаугановой со своей женой, то есть дочерью Алимитаева. И вот он этого человека оживил, этот человек жил. Он очень много людям помог, как врач, отец мой, очень многим помог. Даже он изобрел лекарство, которые пользовались чеченцы по возвращении домой. Сейчас рецепт этого лекарства утерян. Вот это я по рассказам говорю старших людей. Очень много сделал. Смерть родного брата, отца, горечь того, что он даже не знает, где их могилы, чтобы преклонить голову и прочитать молитву, затем смерть матери, которая не перенесла этих потерь и скончалась на руках. Что могло еще произойти ужасного с человеком, который ни в чем не был виноват перед этой страной и ее властью? Но то, что было связано в тот период, что он был женат на шейха, дочери на шейха Алимитаева, хотя реабилитировали чеченцев, но в верхах в тот период, советский период, ну, были недоброжелатели много. Мне было примером дядя, и я хотел немножко хоть быть похожим. И его просьбу старался все время выполнять. Он перенес 3 инфаркта, Шахаб Шапиевич. Скончался в городе, в Грозном, в реанимации, в первой городской больнице. Я его туда отвозил. Он жил здесь, вот я, когда ушел на пенсию по состоянию здоровья, Шахаб Шапиевич. Я его отвез в город и привез его. Селение Автуры – не родные места семьи Эпендиевых. Автуринцы дали им землю и разрешили построить дом и пустить здесь корни. Муса Эпендиев рассказывает, как и каким образом они оказались в этом селе. Кому-то выходцы сами из Мискер-Юрта, село Мискер-Юрт. Но когда-то так случилось, что из-за какой-то ссоры погиб человек. Позже это выяснилось, что это неоправданно к нам предъявляли претензии. Мы вынуждены были покинуть Мискер-Юрт, переехать сюда. А так как мать, Ауди мать, это Тхадзуди, наша женщина, то Ауда нас принял, вот этот участок определил им. И здесь жили мы предки. Ну, и сейчас, и в период советской власти. Вот
Таким образом мы попали сюда, в село Автурай. И вот благодаря этим людям был дан этот участок. И на этом участке жили мой дед Эпендиев Шахаб Шапиевич. Отсюда он, когда вырос, пошел учиться в Ростовский мединститут. Дед мой окончил Ростовский мединститут на красный диплом, стал замечательнейшим хирургом. На 62-м году скончался от 3-го инфаркта дед мой. Ну, династия врачей у нас была. У меня тетя врач, акушер-гинеколог Эпендиева Тамара Шахаповна. Много уникальнейших операций, проведенных ею. Сестра моя врач тоже по стопам отца пошла, ухо, горло, нос. Она несколько лет здесь проработала в городе, потом уехала в Москву, сейчас в Москве живет, в данное время она не работает. Тамерлан Шахабович – внук Али Митаева. Его матерью была дочь легендарного шейха Коку Алиевна Митаева. Это был очень счастливый брак, в котором родилось 4 детей. Дружба и дальнее родство двух семей определили судьбу отца и матери Тамерлана Эпендиева. Их сосватали родители, и они прожили вместе долгую, полную страданий, но вместе с тем счастливую жизнь, потому что до конца своих дней были преданы друг другу, любили и хранили честь своих отцов и детей воспитали порядочными, образованными и честными людьми. Мой отец был очень хорошим, добрым, дальновидным человеком, замечательнейшим хирургом. Несмотря на те испытания, трудности, которые он пережил в детстве, у него была травма позвоночника в 3 года. Его толкнули, он упал, рассказывала моя бабушка. 7 лет он находился в гипсе, с 3 до 10 лет. Вот представьте себе, сегодня ребенок не может даже 2-3 минуты усидеть на одном месте. А тут он вынужден был годами лежать на спине. И несмотря на все эти трудности, потом он сам стал врачом. 30-40-е годы прошлого столетия – это время великой чистки в стране. Чеченская республика потеряла за этот период почти всю свою интеллигенцию. Высший состав управления, кадровых работников, врачей, учителей, артистов, писателей, священнослужителей. Давая образование этому народу, власть выкашивала образованных людей, понимая, что это образование дает человеку понимание внутренней свободы. Это было время, когда только по навету соседей-недоброжелателей, коллег-завистников и просто гнусных людей человек без суда и следствия попадал за стенки НКВД, пропадал без вести или ссылался на каторгу. Когда-то во время учебы Шахаба Эпендиева в медицинском институте на него поступил донос, что он женат на дочери известного в Чечне религиозного деятеля Али Митаева, который был репрессирован в 1924 году. Молодой человек был не только на грани исключения, на кону стояла и его жизнь. Предупрежденный об аресте, он около месяца скрывался у знакомых в русской семье. За студента Шахаба Эпендиева вступились его преподаватели, и ему разрешили учиться дальше. Но НКВД нанес ему жестокий удар в спину. У него единственный брат был у моего отца, Гаязман Матеевич. Они вместе поехали учиться в Ростов. Отец мой по медицине, а тот железнодорожный институт. Сейчас говорят железнодорожный. Это тогда называли Церпочная Аларц. Он учился там. Вот в один из дней отец мой решил проведать своего единственного брата. И когда он пошел проведать его соседи, его брата, они ему подсказали, чтобы он в дом не входил, ушел, так как НКВД там подсиживает, забирает людей. Так он больше не видел. Обращаться к властям, это обращаться все равно к этим же НКВД. А ему сказали, что брата забрали, да? Да, брата забрали. Это соседи Лаской, ой, царь. Они сказали, что брата забрали. И так он как бы пропал.
Ну, Молодой парень, да? Да, молодой, конечно. Женатый, Да. наверное, был. Нет, не женатый. И так называемые доброжелатели, они сообщили домой матери пропавшего о том, что сын ее пропал. Она этого не смогла пережить. Ну и он умерла. Да. Это многих чеченцев вот так. Самых достойных, порядочных, думающих, болеющих за свой народ, их убирали вот так вот. Нелегка судьба человека, который имеет родство с теми, кто был этой власти непокорным, кого эта власть уничтожала. Она расправилась с шейхом Али Митаевым только за то, что он дерзнул не быть согласным с тем, что большевики задавят в корни национальные особенности чеченского народа. У любой власти есть клише, которому ты должен соответствовать. Конечно, эти аресты имеют связь. Но вот Али Митаеву инкриминировал, что он имеет связь с турецкими эмиссарами, с английской разведкой, что они планируют большой заговор. Это имеется в виду грузинские контрреволюционеры, в целом кавказские контрреволюционеры. Вот как бы создают единый фронт борьбы против советской власти. С моей точки зрения, это была фантазия чекистов, и документы, которые вот имеются в доступном режиме, они вызывают огромные сомнения их правдоподобности. С моей точки зрения, да, кстати, и в скором времени был смещен с поста председателя областного совета чеченской автономии и Таштемир Эльдерханов в сентябре 1924 года. С моей точки зрения, изначально была поставлена задача дискредитировать Таштемира Эльдерханова. Он пользовался огромной поддержкой, в частности, и поддержкой и Сталина, и Ворошилова, и Калинина, и Дзержинского. Но были силы заинтересованы, и в самой Чечне были силы заинтересованы в его смещении с этого поста. Вот мне представляется, что одной из причин вот такой расправы с Али Митаевым была вот такая задача смещения Таштемира Эльдерханова, его дискредитации. В ноябре 1922 года из Горской АССР выделилась Чеченская автономная область. В 1924-25 годах ревкомы, органы ЧК и командование Северокавказского военного округа проводят ряд операций по отстранению от власти и уничтожению наиболее влиятельных представителей некоммунистической интеллигенции и мусульманского духовенства. Так был арестован шейх Али Митаев, которого называли «красным шейхом». Религиозные деятели Чечни пытались вызволить Али Митаева, организовали сход мул и алимов, чтобы освободить шейха. Но чекисты уже решили, что разрешение данного вопроса только расстрел. Глава ГПУ на юго-востоке России Ефим Евдокимов, один из организаторов и активных исполнителей красного террора, заявил о причинах ареста. Цитата. «Если проследить последний трехлетний период существования советской власти в Чечне, то во всех выступлениях Али Митаев является центральной фигурой. Разрешение вопроса об Али Митаеве разрешает вопрос о спокойствии на Северном Кавказе и создании благоприятной почвы для нашего внедрения в горские массы». Конец цитаты. 20-е столетие, то есть 20 век, является самым трагическим периодом, самой трагической вехой истории нашего народа, многострадального народа. Начало века – это войны, российские войны, это революции. И во всех этих событиях чеченцы принимали активное участие. И вот в этих событиях была заметна роль религиозных деятелей. Вот одной из яркой личностью религиозной начала XX века является Али Митаев. Это общеизвестный религиозный деятель, миротворец, политик в Чеченской республике нынешней.
Есть версии, что он родился в 1887 году. Можно прочитать, что он родился в 1890 году. То есть вот к тем масштабным событиям, я имею в виду Российской революции 17 года, ну, он был не старше 30 лет. Имя Али Митаева очень знаменито в республике даже сегодня. Годы его жизни – это конец 19-го, начало 20-х веков. Сын видного религиозного деятеля Баматгирея Хаджи Митаева. Современники отмечали его веселый характер и смелость, с которой он шел на самые авантюрные операции против белоказаков. Вот очень редкая фотография молодого шейха. А здесь он еще подростком со своим отцом и Зелимханом Гушмазукаевым. Тамерлан Шахабович рассказал нам историю дружбы своего деда со знаменитым абреком из Харачоя. Абрек Зелимхан был вызван моему прадеду Ауди Бамдгирея. Здесь приставы, царские прислужники творили, что хотели. Изымали последним даже курицу. Налоги большие были. И народ страдал. Тогда Ауд вызвал Зелимхана и сказал ему: займись этим вопросом. Какое-то родство было у Ауды с Зелимханом Харачоевским. Он его вызвал и объяснил ему, что вот эти вот средства, забираемые у народа, идут в Кизлярский банк. Что надо бы этот банк забрать. Забрать те деньги, которые отобрали у народа, у людей, потом разделить их, вернуть то, что у них было забрано у населения. И в этот момент Али Митаев был где-то 16-17-летним парнишкой. Присутствовал. Даже с Зелимханом они фотографировались. Ауда, Зелимхан и Али Митаев, мой дед. Ауда сказал: я тебе даю мюридов своих, 60 человек. С этими мюридами отобраны у нашего народа деньги в Кизлярском банке, забери и раздай населению. А вот сказал дополнительно: я знаю, что ты хочешь, чтобы и мой сын был с тобой. Бери Али, он тоже поедет с вами. И Али, они все пошли по направлению Кизляра, причем предупреждали. А в то время митаевцы, начиная Ауди Девошвы, Ойтур Ахмад Бошхелок, наиб Большой Чечни, он дружил с терскими казаками. Он через своих друзей казаков даже направил в этом кизлярскому полковнику, что мы будем забирать свои деньги, мы придем в такой-то час и заберем. Этот полковник вроде не поверил, но все же совместно, Водеш, терский казак, Водеш, этот банк они забрали, наши, и переправились через Терек. Погоня за ними была такая примитивная. Деньги, когда переправляли они через Терек, вот шапка, деньги они с собой везли, шапка Али упала в воду. Мне это Элистанжинский один абрек рассказывал, когда шапка Али упала, они сразу подумали, что у их неудачи будут. У Али сказали: почему упала твоя шапка? Он говорит: это вы не волнуйтесь, она на другой берег, вода выплеснет его, выкинет. И там получилось, потом этот старик мне говорил, я тогда еще был намного старше, чем Али, и понял после этого, что эта шапка его попала в водоворот и на берег выбросила вместе разными случаями.
У берега Али нагнулся, надел свою шапку и говорит: не волнуйтесь, у нас будет удача. Никаких А казаки, которые погнались за ними, они вернулись обратно, не стали через терек переходить. Эти деньги вернули, так, и эти деньги, богатство, раздали тем, кто наиболее пострадал. У тех, которого забрали последнюю курицу даже. Конечно, они для себя ничего не оставляли. В боях заведено, когда красные соединения Асланбека Шерипова, Гекала и Митаева взяли крепость и пленили 2500 царских военных, то только шейх вступился за них, которых Нажмутин Гацинский и Гекала требовали расстрелять. Мало того, Митаев обеспечил им охрану и лично вывез их из Ведено и сопроводил до железнодорожной станции Гудермеса. За весь этот нелегкий путь никто не тронул русских. Их сопровождали мюриды Митаева. На вокзале, поняв, что шейх сдержал свое слово, военнопленные, говорят, подняли Митаева на руки и пронесли с криками «Ура!» через всю платформу. Солдаты и офицеры радостно обнимали лихих джигитов, мюридов шейха. Казалось, что в этот день закончилось многовековое противостояние между народами. И произошло это благодаря авторитету и воле Али Митаева. Эта акция еще больше добавила почета шейху в глазах горцев. Вообще, вот эта семья Митаева, это благородная семья, благородная семья. Али Митаев, он никогда не думал о ненависти к людям разной национальности, убийстве этих людей. И вот когда он повзрослел, он стал командиром полка. Окружили они Ведено, тогда окружение крепости Ведено участвовали. Окружили они это Ведено, крепость, и там шли баталии, стрельбы туда-сюда. Участвовали в окружении. Гекала вместе с Асланбеком Шериповым со своим войском, Узум Хаджи и Нажмудин Гацинский. Стал вопрос сдачи этой крепости. Требовали осаждающие, чтобы сдались. Ихние российскими этими солдатами командир полковник был. Он сказал после разговора со своими офицерами, что мы сдадимся при условии, если Али Митаев даст нам слово, что нас не тронут. Они не считались тогда ни с узамхаджинцами, ни с Гекала. Они не верили. И Али дал слово, что никого из сдавшихся трогать пальцем не посмеют. Он берет их под охрану. Большие орудия сданы были, Али Митаеву отданы. У офицеров оставили пистолеты, сабли. И Али организовал, одни говорили 400, другие говорили под 400 подвод. Посадили этих солдат и офицеров на эти подводы. И по направлению Гудермеса, на железнодорожную ветвь. По дороге, говорят, гекаловцы, тогда не фигурировал, особенно Асланбек Шерипов, фигурировал Гекала. Гекаловцы и узамхаджинцы, они несколько раз подходили к этим подводам, чтобы совершить насилие над этим. Но Али их предупредил: хоть одного, если вы тронете, будете иметь дело со мной. И никто не посмел. Они их всех довезли, да, вот, посадили на вагоны и отправили в Россию. Часть, некоторая небольшая, остались в Грозном,
Вот этот бой крепости Ведено показало в том, что российские офицеры верили слову Али Митаева. Они ему доверяли. Если бы Али Митаев выполнил бы желание Гекала, Удомхаджи, Нажмуды Готчинского, их бы и дали бы им возможность, они уничтожили бы всех этих плененных солдат. Ну, это был почерк большевиков. Всех казнить. Вот. Али не дал это сделать. Али Митаев принял революцию 17 года и внес огромный вклад в установление ее власти, предполагая, что она будет народной. Сражался за нее. Во время гражданской войны возглавлял шариатский полк. В течение 9 месяцев удерживал рубежи по реке Терек и не допустил вторжения белоказачьих частей вглубь Чечни. В боях с формированиями Терского казачьо-крестьянского совета Георгия Бичерахова с 5 по 12 сентября 1918 года отстоял Грозный. Шейх Али Митаев вел борьбу с бандитизмом в республике и навел порядок по всей ее территории, после чего прекратились нападения на поезда, проходящие через Чечню. Благодаря Али Митаеву советская власть укрепилась в Чечне. 15 января 1923 года в Урус-Мартане состоялся съезд чеченского народа, где официально было объявлено о создании Чеченской автономной области. Вот на этом съезде присутствовал со своими мюридами и Али Митаев. Вот есть документы архивные, есть воспоминания активного участника революционного процесса того времени, я имею в виду Анастаса Ивановича Микояна, который присутствовал в качестве партийного функционера, лидера северокавказских большевиков на этом форуме. Вечером после окончания съезда в Урус-Мартане состоялась встреча Али Митаева с представителями советской власти, которые принимали участие в этом форуме. То есть Микоян, Буденный, Калинин, Левандовский и Таштемир Альдерханов. И вот Микоян пишет о том, что ему, Митаеву, было предложено участвовать в работе Ревкома в качестве полноправного члена Ревкома, и что вот советская власть местная готова ему предложить ответственный участок работы. Таковым участком стала железная дорога, ветка железной дороги от Хасавюрта до Беслана, охрана. С этой задачей Али Митаев справился, и об этом свидетельствуют документы. Несправедливость и коварство будут памятником того времени, когда государство расправлялось со своими героями и патриотами. Большевики, которым была нужна поддержка народных масс, использовали религиозных деятелей, обещая народу права, землю, свободу вероисповедания. Затем, получив желанную власть, большевики начали карательные операции против этого же народа. Али Митаев скоро понял, с кем имеет дело, но при этом, имея до 6 тысяч мюридов под оружием, он не предпринял ни одного выступления против советской власти и не совершил ни одного акта вооруженного сопротивления. Когда человек настоящий патриот, то он им остается до конца, не меняя выгодно шапки каждый раз, когда меняется власть в стране. Ему не простили, что он сражался с деникинцами. Дело в том, что к власти пришли переодетые в форму большевиков бывшие царские военные. Тамерлан Шахабович рассказал об этом в своем последнем интервью, который записал друг этой семьи Тимур Гапураев. Целая дивизия, дикая дивизия Деникина, Халкинер, СНА. Воярчка 500 года. Совет Эдло, Дюйчтатер, и там дал Илило Шверка, Али Митаева. Но там хар, мотух шполнах то кубар. Так, Эйла
Це візер Мударонельчі у Гурхалу. Це візер, що дюгло Російської імперії, що дюгло йде. Гардинікіні большевиков, це цацелір, імперія, ластейт. Большевик ще, қиын сол ялит ғашба, Деникин yolşek lari. Инти вон гуштертук, 350-летию Российская империя, слава первому императору Петру Первому. Цера планер Кавказский полк эльир. Эльсонер тан визербазер. Олилада цер. Али Митаев, ты воевал против нас, а эти чекисты, балбанаш, Деникин шват, отпишь. Шокирующая история, говорящая о том, насколько опасно быть честным человеком и борцом за свой народ, когда в стране идет большая клановая война за власть. В 1919 году погиб Асланбек Шарипов, красный командир Чеченской революционной армии. А таким же сильным и волевым человеком, за которым стояли тысячи формирований, был шейх Али Митаев, который стал опасен для большевиков, которые, получив власть, стали устанавливать здесь свои порядки. Шейх имел непререкаемый авторитет и мог только одним словом поднять народ против любой агрессии. А Гекала и прочие уже готовились к карательным операциям против чеченского народа. Кроме того, Тамерлан Шахабович рассказал нам еще одну историю, из-за которой могли арестовать Али Митаева. Здесь возглавлял облисполком Эльдерханов. Этот Эльдерханов, ему было поручено навести порядок с бандитизмом и особенно на железнодорожных путях навести порядок. Он не мог ничего сделать. Тогда они попросили Али Митаева, что мы тебя введем в состав Чечревкома, членом Чечревкома, а ты помоги навести порядок с этим бандитизмом и порядок на грабежах в железнодорожных путях. Уговорили. Насколько рассказывали старики, что Али Митаеву потребовал всего 3 дня. Он оповестил все население наше, чтобы прекратили эти дела. В противном случае он будет заниматься через шариатские суды с этими людьми. За 3 дня, говорит, навели порядок. И после этого еще больше авторитет Али Митаев стал выше. И это, конечно, не понравилось Сталину и его приспешникам. Кстати, еще Эльстанже... Да больше это не понравилось, наверное, Гекалову, который хотел сам управлять республикой. Да. Вот Али Митаев не понравился не только Гекала, но у него были трения и со Сталиным. Я не могу сказать, что это были выраженные трения. Эльстанже был последний обрек Зелимхана. Этот старик, я был вызван к нему в Эльстанже, и он мне рассказывал, что, думая, что Али Митаев влияет на обреков, попросили помощь ограбить банк Тифлиса. Значит, возглавлял тогда это ограбление Камо Петросян, армянин.
и возглавлял и Коба Сталин. И говорили, что этот элистанжинский человек, старик, мне говорил, что Коба очень хотел, чтобы в ограблении Тифлисского банка помогли абреки Зелимхана. Али Митаев отказался. Сказал, что там будут убитые люди, мы, чеченцы, не бандиты, я этим вопросом не займусь. И действительно, дар предвидения был у Али Митаева. Там 3 или то ли 4 работников этого банка убили, деньги Камо и Коба забрали, отправили значит, к Ленину за границу. Шейху Али Митаеву устроили ловушку, и он это прекрасно понимал. Но выбора у него не было. 8 марта 1924 года он явился в ГПУ. Его сразу арестовали и спецпоездом отправили в Ростов. И следом, сразу же после его ареста, в Чечне начались массовые аресты духовных лиц, закрытие мечетей, медресе, шариатских судов. Чекисты предприняли все меры для того, чтобы их власти уже никто не угрожал, и выписали Али Митаеву смертный приговор. Нариманов, ознакомившийся делами Али Митаева, сказал, что он ознакомился, вины Али Митаева ни в чем не вижу, многое здесь сфабриковано, завтра же он будет освобожден. Это и бабушка моя говорила. Ну, конечно, на завтра, когда день наступил, уже Нариманова живых не было. Он умер. А он планировал, обговорил уже со Сталиным, чтобы Али Митаева отпустили. И обрадовал и мою бабушку, и мою мать, что он будет отпущен. Вот это завтра, когда наступило, когда уже речь об освобождении, этого Нариманова не стало, он умер. А до Нариманова бабушка связывалась с Микояном. Он возглавлял Северно-Кавказскую партийную вот эту организацию. И вот там Микоян, когда бабушка неплохо владела русским языком, мать говорила, что она помнит, уже девочка достаточно понимающая, что даже слезы были у Микояна на глазах, и он подарил ей монеты большие. Бабушка говорила, что на эти монеты можно было купить 2 больших бычка. Тамерлан Эпендиев, для которого отец являлся эталоном мужской чести и достоинства, тоже стал врачом и тем самым создал династию врачей Эпендиевых. Поступил в тот же медицинский институт, в котором учился его отец. Есть интересная история, как он туда поступал. Экзамен поступить-то киншки скетчи, для поступающих это изаец сомет ойтур хавен, танена нёкшатин бешах, бешаволи амюрс, мацвиш танена нёкшу, виш амуш эчак. Да. Самударонячи и санчаер и предмет Амайн по билете для поступающих яхты из подряд вьюж. Ак с Амайн хинца examen stijl roeëlen. I planjols, aarweiljes.
Самел дик не тайр. Ему тайр идут сюда. За хинца маршрут таксиш яса. То шела то кешништу. Сунт якачли грузовик айса водор. Соец кешниш якачли вавесец. Вавесца вайохша тир ойлар 2 hour. Hayoksa автобус. Ех муцуридош. Kügletsiniz. Сати. И машина яттин бакин аб. Волгаза кунш. Хат ивал. Атен гвекшу. Грозный гвекшу. Хат ивал. Тевелис. Тевелис. Подножки, автобус. Тут я лепшус. Халвал вметтиги окей юквал. Шун юквал, шун бегал царета, со джимиву. А сакиншиншер, дачин, сетки, сеткай, сетки чу. Так, цаши, халхархин волши. داغي ليتا صح حول هوقي قولي موني واخور واتشو سنة ديخين دردو سون بيغل دات سون متكا لا تروسا وين التتبيلي دلح اوق شفيور تاكوزا وستنوميق اتتجن مونيا تاخوت So ich dachte schon Buchbergen Russo, schon, ich sag, nicht so richtig. Da kann ich nicht genau die Sache dealen. Was? Zar Zampele. How bist du mir gehört, Rochelle Roche, Tom Traben, Kete, mir gehört, und ja muss. Wow. Öter wohnes. Schätzwellies. Oh, was so halb. Пахощен бъдеш, сиденья. И пич баттархир доса, человек лахара 30 соухилтарур. Ойтер дөх, ойтер волдейл, ойтер ез юртю, Pusupstak Larius Jurtu, Sundel Halot. Hij Jurter Hiller, die Hooghet. Arkinsch Moja, Hau Arkinsch Moja, Arschun, nichts bezahlt, so alles geht so. Schürgeliter Tam. Kon Nazem Olsch. غالب اديوب شو هو نوم خريات او عالر ند مولي النظم بلدو غلور درتسون هنا سو إذا مش ضايل يوتشورا شو قرناع وصل خير درتسون نظم إلي تسا اتشا تاني دين سو حين هو ميل هو إتسا تاني دائس يعوض شوير سون هو ذات وزر سنديخ هنا تعبش بقى خلات الله إيش إنعبر نظم إيلين بوغر دادات نظم إيل تو حقيقي غروزني أخشى وعوش خين على العصار إلير باخ شاش هنا شاش دين دو ذكر يقعونه عديش ويتشو باغري حدال إحتو بال حسن شو ديشور دون حق لور غيرون الشا إيش لوري ديش ويتشو الألي تساك حضرتش إيش صار تاع ديلي دي غادي عشان نو أحسن شو ديشيرشة أتليشنا رستوسكي ميديسينسكي تشاق يقنا يوخ صوت
مسكوا دعويديو إلشيك بها مسكوا ورواتش لدي كوكازي ها أخشاش عبشكيري وتروشين أول أربعة وز грозный ليرش دلوق لدرودو بارز أحسوين смертность يوقي بار больничка شايش تأوين صعب والبيش صع неудачная операция цеглацин шайл операция удачная хала إيش قدا دروغرنيا 9 горбольница عبال بيرцу دقونا عن أوزا ويزي دقونا عن وقت نتور صع تمرلان شات اتسليتر تكخز واتسون сонгшник могшник и волчий вохчлы. Путь студента, а затем врача, для Тамерлана Шахабовича был таким же тернистым, как у его отца. Вспоминая старшего брата, Муса Шахабович заметно волнуется, потому что с уходом старшего брата Тамерлана не только осиротел дом. Основа этой семьи – защита, можно сказать, каменная глыба, за которой они жили все эти годы. Есть газета «Грозненский рабочий», у меня была эта газета, называется «Неугомонный Эпендеев». Вот так вот. Статья на всю страницу, на одной стороне. Я сейчас не смог найти, хотел вам ее показать. Так вот, в этой газете Тамерлан все время, насколько он мог, его в силах, возможности, пытался помочь, чтобы люди здесь находили лечение. А по этой статье, если судить, то получалось, что врачи, наоборот, уничтожали чеченцев. На них эксперименты, опыты и так далее. Есть фамилии Миронова, злостная античеченка, вообще ужас. Но постепенно ее уволили с работы, там выявились у нее большие серьезные недостатки, замяли, и она вынуждена была уйти. А, как сейчас говорят модно, крышевал его Опряткин, тогда секретарь обкома партии. Вот. Против него, конечно, отец не в силах был противостоять. Вот такие моменты. А Тамерлан, зная эту кухню... Да, зная эту кухню, он уже вплоть до того, что обращался к органам, и тем самым и свое место портил. То есть он противниками себе наживал. Серьезно, он подвергал себя опасности. Ну, конечно, безусловно. Да. Вот. Да, такие вещи не прощают, но он думал, по большому счету, лучшее для... Поддержки у него было мало, очень мало. А те, кто мог его поддерживать, они почти что не были у власти. И было тяжело. И боялись. И боялись, это тоже верно. Боялись, может быть, не за себя, а за свои семьи. Ситуации. Тамерлан Эпендеев всю свою жизнь отдал 9-й городской больнице скорой помощи. Был заведующим отделением, был высококвалифицированным врачом, владел всеми видами оперативной помощи и оказывал ее в неотложных ситуациях. Готовил лор-врачей на медицинском факультете Чечено-Ингушского государственного университета. Трижды восстанавливал свое отделение больницы во время разрушения при военных действиях. Не покидал свою работу даже при массовых обстрелах. Спасал жизни раненых. Сам был задет осколком снаряда, но продолжал свою святую миссию. Вот как он описывает те дни в своих воспоминаниях. Цитата. «При артобстреле нас оберегал сам Бог. Среди медиков 9-й городской клинической больницы были люди разных национальностей – русские, армяне, кумыки, чеченцы, аварцы. Они рисковали своими жизнями, но выполняли свою благородную работу. Некоторые были ранены и убиты. Ранен был и я, но оставался в строю. Видеть убитых, горящие дома, танки было очень тяжело. Особенно тяжело было врачам». Конец цитаты. В августе события, когда захватили 9-ю больницу во время военных действий, он и замглавврача, сейчас я не помню инициалы его, они были живым щитом, когда командиры шли на переговоры. Чтобы вывести из 9-й больницы людей, живым щитом, в одних халатах они пошли под свистом пуль на переговоры, хотя в любой момент их могли убить. И через Сунджу они
вывели этих больных, сохранили больницу. Вот таким хорошим человеком он был. Оставаться между воюющими сторонами. Приходилось договариваться и с теми, и с теми. И все это ради спасения больных и раненых, чтобы одни не стреляли в чеченцев, а другие в русских. Воистину, профессия врача не имеет национальности. Это профессия доброй воли и мира, о чем порой забывают современные эскулапы. Когда мы жили в городе до войны, он работал обычным рядовым врачом. У него бывало много дежурств, уставший приходил с работы. Но никогда он не жаловался ни на здоровье, не говорил, что ему трудно. В любое время, дня и ночи, он людям старался спасти жизнь, делать только добро. Когда во вторах, в округе, конечно, во вторах военных действий, конечно, не было, но бомбили уже окраины бомбили, ночью дороги закрывали. В том месте, где находится совхоз и бройлерная, там войска были. И ночью, когда закрывали после 9-8 дорогу, никто не мог выехать ни в больницу, никуда. И ночью от соседей был проведен свет у нас. Света не было, газа не было уже в связи с военными действиями. А после 11 часов свет отключали. И в позднее время, уже после 11, постучали в ворота, открываем, а там с порезанным носом пришел мужик. Держал в руках полотенце, весь истекал кровью. Попросили, пошли к соседям, чтобы включили этот свет. Это было уже в 12 часу ночи. Он прямо у нас в зале, в доме, в кресло посадил этого человека, зашил ему нос. На месте прям. Зашил нос. А в то время уже в связи с военными действиями, до последнего, когда бомбили город, он работал в городе. А после уже их распределили по селам. В Шалях, Курчелуе работали они. И каждый день этот мужчина приходил к нему, а отец каждый день на работу в Курчелуе ездил, делал ему там перевязку. И так этот мужчина поправился, нос зажил, рана. Какой врач сегодня сделал бы, мало кто из врачей сделал бы такое, оказав такую помощь на месте, без обезболивания. Правда, спирт был под рукой, он как-то обезболил его и спас тем самым ему жизнь, можно сказать. От потери крови он мог и умереть. И много таких случаев, много. Являясь представителем авторитетного в Чечне рода, Тамерлан Эпендиев принимал участие во всех событиях своего села. Решал проблемы, спасал село от необоснованных обстрелов и зачисток, лично ходил на переговоры к военным. И только Всевышний мог знать, чем могли закончиться эти переговоры, зная, что война – это тетка с очень злым лицом. Ходил, договаривался, чтобы не разрушали Шали, авторы, эти села. С военными? Да, с военными договаривался. Несмотря на то, что в любой момент он мог лишиться жизни. Он был очень смелым, мужественным человеком, отец мой. И все хорошие качества, доброту он вложил в моего брата. Он намного младше меня, 26 лет ему. Тамерлан Эпендиев очень гордился своими корнями, своими знаменитыми дедами, отцом. Традиции семьи были для него выше всех остальных земных переживаний. Он мог часами рассказывать о них. Воспитанный бабушкой, супругой шейха Алимитаева, он отлично знал историю своего деда. Знал, кто виноват в его аресте. Знал, кто писал на него доносы. Но никогда не питал зла к виновным. Все наши подвиги мы совершаем во имя милости Всевышнего. И все наши грехи мы отдаем на его высший суд. Для меня, я в этот период считал, если я бы вместо него умер бы, то Тамерлан принес бы больше пользы для своего народа. А мне-то он умел общаться с людьми, говорить с людьми. И ему шли навстречу, выслушивали его, помогали ему.
Для меня это большой удар. Я даже в эти дни, и сейчас даже желал бы, чтобы на его месте оказался я. Потому что он очень любил свой народ, уважал, и его уважали. Он как-никак был внук Али Митаева, мать у него была дочь Али Митаева, и люди обращались за помощью, за советом к Тамерлану. Когда-то при встрече с нами Тамерлан Шахабович показал нам вот этот постамент, что соорудил у себя во дворе. С этими камнями связана история его семьи. Вот эти камни, бабушка моя говорила, что когда-то на одном из этих камней сидел ее дед Ауда Баматкирей Хаджи. И в память о нем уже как бы памятник отец сделал во дворе. Была когда-то в Грозном, раньше, улица Первомайская. Ходил по ней трамвайчик с номером 3. Вот как раз по этой самой аллее. До революции она называлась Александровской, в честь наследника престола, будущего императора Александра II, приезжавшего в крепость Грозную осенью 1950 года. В 2010 году эта улица получила новое название – имени шейха Али Митаева. Вот как он рассказывает историю переименования этой улицы. Председатель тройки в городе Грозном Арминак Абулян владел чеченским языком. Не было ни одного селения, где этот Арминак Абулян арестовывали они муллы, дяшнах, и их потом или в Сибирь отправляли под маской, разным маской, то ли враги и так далее, 3-4. Делали их врагами как бы. И этот Абулян Арминак, его достаточно было одной подписи. За место тройки одна подпись. Наказать этого человека, или расстрелять, или отдать в тюрьму в Грозном. А в тюрьме Грозном, наверное, вы тоже слышали, хорошие были, в кавычках хорошие, жернова, где перемалывали, людей перемалывали. Даже живых, полуживых. И вот этот Арминак допрашивал Умара, брата Али, и стал бахвалиться. Я эти пытки проделывал и над твоим братом, и над тобой сделаю эти пытки. А Умар был очень громадной силы, высокий ростом. Тумбочка, которая была приплюснута к полу, он вырвал ее вместе с гвоздями и ударил этого Абуляна Арминака. Его, конечно, арестовали и после этого расстреляли. Этот Абулян Арминак, у нас 400 с лишним сел. Если с каждого села, пусть даже забирали по 2 человека, это траур для каждого села. Нигде это не было, не говорилось об этом. И вот как-то пришел к нам в гости Рамзан Кадыров. Жива была моя мать. Некоторые старики окружили наши родственники. Я попросил их. У нас, я говорю, дело дошло до того, что мы сами не знаем, как мы живем с позором для нас. Улица Абуляна Арминака была в Грозном. Рядом вот где пожарка, по этой пожарке улица была. Как можно называть, название держать именно садиста человека, как Абулян Арминак? Как можно это?
Это ни в какие рамки, Рамзан, ни в какие рамки не лезет. Я объяснил, он меня выслушал внимательно. Ушел, когда они ушли, через несколько дней мне звонят, что из канцелярии президента. Вы не возражаете? Рамзан Ахмадович отменил улицу Армина Кабуляна, назвать эту улицу в честь вашей матери. Я ответил, если это пожелание у Рамзана такое, я, конечно, не возражаю. Наоборот, я буду приветствовать. В отношении детей Али Митаева тяжелая судьба выпала им. Я по женской линии был. Но не дай Бог кому-нибудь пожелать то, что я испытал из-за работы спецслужб, спецработников. Династия врачей Эпендиевых. Они жили скромно и работали во благо, не гнались за богатством, а прожили свою жизнь, отдавая людям свой опыт, свои знания. Ведь профессия врача предполагает, что и днем, и ночью ты вынужден лечить людей и не брать за это никакую плату. Давно потерянные качества помогать людям даром. Тамерлан Эпендиев жил по принципу «Не живите для себя, вы должны жить не ради себя, а ради других, не ради своей семьи, а ради соседей и окружающих, не ради своей страны, а ради целого мира». Все грехи этого мира начинаются с того, что на первое место люди ставят свои личные цели. Это говорит о том, что человек сам изнутри уже привержен к служению народу, для своего народа, для своих чеченцев. Это говорит о том, что он не бережет себя, не только себя, но и своих детей. Он прививает это, я скажу, искусство служить для своего народа, для других людей, для пациентов, для больных, оказывать им помощь, не жалея себя, и своим детям, и своим внукам. Это мало у кого получается, и мало кто этого достоин. Это, наверное, все-таки свыше. Прожив свою жизнь на склоне лет, человек начинает понимать о том, как он ее прожил, и начинает думать о том, есть ли доказательства, что прожитая его жизнь имела ценность. Потому что все богатства и все почести, заработанные или не заработанные в течение жизни, превратятся в пыль, когда человек уходит в мир иной. Подумайте, что вы сделали такого, чтобы люди помнили о вас и вспоминали только добрым словом, как вспоминают до сих пор Тамерлана Шахабовича Эпендиева, прижизненный памятник которому поставила его профессия врача. Настоящего, такого, каким он должен быть, согласно данной клятве Гиппократа.